Папа хотел зомби было. Тебе надо. Ай. Конечно, все равно никто не бьет, но тем не менее. Почему бы и нет? Так. Угу. Окей. О, привет, Хума-Хума. Рад видеть. Так. Вот тебе и вода.
Так, сейчас. Все. Так. Давайте начнем. Потихоньку. Да. И стакан такой тоже. Не сказать, что маленький, да? Так, ща, подождите. Надо как-то экран настроить игры. Почему-то захвата нету. Угу. Так, ну-ка, попробую включить. Как арена? Прикольно. По сути, только ее играю на стриме. Но бывает иногда еще захожу в Deadlock. И Deadlock тоже довольно-таки приятный. Но ныне минус в том, что там типа как бы рейтинга нет и так далее. Хотя говорят, как будто бы там есть какой-то скрытый рейтинг. То есть он уже ведется, и тебя должны куда-то там закидывать по твоему, так сказать, скиллу. Да, интересно. Она действительно как Overwatch и Dota, вот в прямом смысле этого слова. В жопу рейтинге. Но, не знаю, все-таки как-то, прикольно, когда у тебя есть какая-то определенная цифра. В особенности в такой игре. Вот, например, рейтинг в том же Hunt Showdown, он вообще типа не нужен. И он вполне себе, нормально играется там без него. Но... Так, время обновления. Так, денежки. Окей. Блин. Поскорее бы добраться до тех моментов, когда я бегал и резал людей прям с ножичка. Было классно. В скором времени, надеюсь, вытащу эти моменты. Ага. Так, окей. Неплохо. Я в этой игре за один рейд, если что, 6 ЧВК зарезал. И это даже типа ни хера не шутка. Да. Ну, сегодня повторим. Будет весело. Так. Угу. Ну, такой джентльменский набор. Нормальный. На 100к, да? Окей. Давайте с этим джентльменским набором пойдем в зону блокады. Куда пойти, ребята? Ферму, долину? Давайте решайте. Давайте думать, как сделать по красоте. Я там на бетке сделал калаш за 2 ляма почти сразу же. Да.
Привет, Мау. Нервно смеемся, да? 2 ляма потерять. Да, это, конечно, весело. Что за бесы ты в него вот в этого? Ты типа тепловизор в него втодил, что ли? Скорее всего, тепловизор, да. Только тепловизор стоит 1 миллион 700, по-моему. Кошмар. Fears of Fatum? А, жесть. Окей. Поиграем обязательно. Вообще надо бы вкатываться в одиночные игры. Я думаю, на днях запустить Space Marine, первую часть, поиграть. Потом, может быть, Sekiro дохерачить. Ну, посмотрим. А так, вот, в действительности, хочется прям угореть по одиночным играм. Ну, может, чередовать буду, разбавлять стрим. Да, я бы его тоже хотел купить. Ну, то есть, его, ну, как бы, пиратить смысла нет. В том плане, что, ну, окей, там есть, как бы, одиночная компания и там прочее, как бы, по сути, ради нее и покупают. Но, ёпта, интересно все-таки. Мультиплеер, ну, поиграть, да? Как-то вот так вот ознакомливаться с игрой, типа, чисто с компанией, а потом, типа, копить деньги, чтобы купить ее ради чистого мультиплеера. Ну, такое себе, я не знаю. Хочется как-то сразу влиться в игру, ну, полноценно, знаете. Так, чтобы вот ты сразу ее купил, и вот одиночная игра, там и мультиплеер все есть. Да. Ассасины. Китка. Давайте в долину пойдем. А нет, или давайте. Не, ферму давайте. Блин, давайте долину. А, долину давай. Долину. Скидки, говоришь? Надо бы глянуть. Знаете, что я понял? Что стримить с прозрачным фоном как будто бы невыгодно, что ли? Как будто бы людям интереснее смотреть на невырезанный фон и что-то такое. 70... Да, мне эти ассасины нахер не вперлись на самом деле. Как-то я презрительно очень сильно отношусь к ассасинам. Не знаю. Это у меня прям в подкорке, в мозгу где-то вот есть. Это как-то, ну, не знаю, осталось со мной после смерти Дезмонда Майлза, бармена из основной ветки Ассасина Крида, которая длилась с 1 по 4 часть или там по 3. Вообще слили героя максимально тупо, и дальше уже какая-то, ну, знаете, это как если бы убили Наруто, типа, ты такой смотришь Наруто, но Наруто умирает где-то в 3 сезоне, и дальше ты просто тупо филлеры смотришь. Ну, типа такого, короче, ну, грубо говоря, короче. Я вообще не понял этого прикола, типа, ну, ё-моё, жесть, умер. И чё дальше? А дальше херня. Просто показывают нам, типа, то, что вот Абстерго угорает по этому, по этой технологии, типа, и дальше уже она, ну, не знаю, юзает его для того, чтобы глянуть, что там делали пираты. Я вообще не понял этого прикола. Не, конечно, я понимаю, что, типа, ну, вот, зырьте, мы можем сделать игру про пиратов, типа, прикольно. Типа, да, окей, прикольно, но смысловая нагрузка здесь какая вообще? Просто отдельно выпустите игру про пиратов, типа, не, ну, не называя его, типа, Black Flag, Assassin's Creed, а просто назовите Black Flag. Ну, камон, блин. Причем тут ассасин? Ну, просто, типа, пират, который ловко бегает по своему кораблю, убивает людей. Пожалуйста, пожалуйста. Но нет, им надо было выпустить дохерища игр под названием Assassin's Creed.
Козел вонючий. А как так? Интересный персонаж. А как так? Типа, ну, если вы не понимаете, в чем мое удивление, в том, что, ну... А как так? Это же бот сраный, который не должен был на меня сагриться, как будто бы, но... Он с мосинкой сзади. Какие-то новые респауны появились у врагов, я вообще не понимаю. Это что-то новенькое в натуре. Готов один чувака. Ну такой. Примерно как я одет. Что-то даже успел полутать. Так, интересно, какие у него патроны. Не, ну я, конечно, это все забираю. Так, давай сюда. Придется отказаться от мосинки, к сожалению. Ну или к счастью, я не знаю. Ну, довольно-таки все симпатично, симпатично. Давайте выпьем в честь этого энергетик. Окей. Ну и пойдемте дальше. Так. Люди примерно должны быть сейчас впереди. Он вроде как смотрит в ту сторону. Да, вроде я не ошибаюсь. Так, позырим. Полуавтомат. Угу. На полуавтомате все хорошо. А что это за... Неужели... Голосовой режим. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Я иногда вижу значок микрофона сверху. Какого хера? Что это означает? Так, хорошо.
Блин, кружка мешает. Очень похоже на то, что ну, игроков заманивает просто. Очень похоже на это. Настоящее, ну, сражение так бы не звучало, мне кажется. Там просто чел стреляет в воздух. Звучит только одно оружие. Второго нету. Он очень сильно прямо рассчитывает на то, что кто-то прибежит, сломя голову. Угу. Наведем небольшой порядок. Угу. Так, и вот тут. Отлично. Блин, всякий мусор, конечно, собирал этот чел. Ничего, пускай со мной будет. Потом выброшу. Угу. Понял. А, я на Сиг разговариваю, ёб твою мать. Это моя кнопочка, оказывается. Так, ладно. Готов врываться. Удивительно, но бот не торопится лезть туда. Стрельба как будто вот тут прям на улице. Блять.
Вау. 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 Ну и да. Ну и да. Что-то я увлекся херней полной. Стоило его прям жестко запушить. Вот если бы я гранат тогда нормально закинул, я бы... Он еще 1000 лет там просидит, пока не поймет, что он убил меня. Ну, где-то, ну, минут 10 он там посидит. Поймет, что нету звуков никаких. И тогда он такой, ну все. Ха! Ничего себе. Картинки даже добавили. От чего я умер, типа. Я ему в ногу попал разок. Интересно, интересно. Окей. Так, ну чё. Сейчас пойдем с ножом. А давайте попробуем с ножом за дикого на долине. Блин, вот за дикого с ножом это вообще верняк. Дикий нож. Какой же маленький дробовик. Блин, в этой игре, конечно, короткоствольные дробовики супер бессмысленные, я считаю. Не то чтобы, ну, короче, у них слишком маленькая, слишком маленький спектр применения, я бы так это сказал. Так, 29-я минута. Это прям хорошо. Можно смелиться пойти сюда? Это странный бот. Они явно переработали поведение ботов. Двигается они, конечно, странно очень. Обновление же вышло. Так. Ну тут все вроде... Спокойно, да? Все тут спокойно. Тут людей не было. Так, в таком рейде, видимо, нету сейфа.
Ну, я не знаю, есть смысл лутаться или нет вообще. Так, давайте я здесь пальто чисто золотаю. Чел. Спасибо. Так. Деньги. Не, ну вы глянь, как они бегают. Это же жизнь полная. И мы очень сильно изменили поведение. Жестко спринтуют, бегают, что-то это вот. Они какие-то суетные стали. Так. Ну, пойдем. Так, посмотрим сверху отсюда. Может быть, что-то увижу интересное. Так, ну все вроде спокойно. Даже вилла отсюда очень хорошо видно. Вертолет на месте. В промзоне как будто ничего не происходит. Хотя там есть убитые. Значит, там есть люди, скорее всего. Ну-ка. Блин, зайти в помещение прямо вот так вот с ножом было бы довольно-таки прикольно. Мертвый чувака. Хм. Любопытная находка, вы не находите? Мне просто повезло найти мертвых таких ребят. МП5, 0 патронов. Выстрелы были откуда? Сука. Блин. Я мог его спокойно застрелить с дробовика, но, блин, я его с ножа хотел убить. Что это за тупой звук с шагами? Вот вообще понять могу. Он же типа меня...
Ну-ка, сколько я ему нанес вообще? Блин, я его... Вот если бы я его убил, это было бы очень смешно. Это было бы очень смешно. Так, он мне прям нормально стрелял ну, с этого дезерта. А я с ножа. Что? 0 попаданий? Да как так-то? Не, ну я ему явно что-то дал. Не понял. Если честно сказать, вообще не понял. Так, ладно. Давайте. Пул нож. Тут сейчас будут совершенно отбитые люди. Ну, в том плане, что в обычной игре играют странные люди, я вам говорю. С ножа их зарезать, это, ну, прям супер реально. Тут сейчас вот я напоролся на потного чувака какого-то. Это был, конечно, не рейтинг, и, скорее всего, тоже обычная игра. Но чел был потный, я вам скажу. Он прям нормально прочекал все и так далее. Но если бы я достал дробовик, то у него не было бы шансов определенно точно. Так, ща. What the fuck? Что? Они нож понерфили или что это вообще такое? Как будто бы урона поменьше стало, что ли, от ножа. Жесть. Вот это я самурай. Ну-ка. Так, вот это интересно. Как будто бы никого не было. На берегу никого. Так. Определенно точно отсюда должен был кто-то двигаться. Или сейчас на этом серваке очень мало людей.
Удивительно, но... Что это было? Бот проходил сейчас мимо. Ну, нормально. Прикольно. Ай, что-то, мне кажется, я зря открываю эту дверь. Ключ зря потратил, наверное. Ладно. Будем играть на победу. По номер рукописного ввода. Бабки, бабки. Одни лишь бабки. О, сюда! Хороший ключ! Не, надо выжить теперь. Все. Это выживание, ребята. Survival. Right now, бля. Надо вытащить ключ из этой жопы. Так, в промзоне стрельба. Как будто бы у деревни тоже стрельба. Угу. Аккуратненько убрали. Так, это вот примерно у трейлерного парка и на вершине. А нет, даже вот тут вот, ну, где-то. Столкновение ЧВК происходит.
Блин, поучаствовать, что ли? А где они? Опа. А как то? Ничего себе. Они меня слышали, да? Вот он целится и стреляет в ту сторону. Может, он убил кого-то? Вот тут вот прямо лежит. Тут же 2 выстрела, я слышал. Да, 2 чувака. Да уж. Печально, ребята. Ай, жалко их, конечно. Что-то они супер пососно умерли. Дезерты.
Так, хорошо. От дробовика грех отказываться. Ой, молодец. Приносит счастье другим людям. Игорь Федоров, здорово. Привет, здравствуй. Рад видеть. Так. Ну что, давайте попьем сачку. Ну и... Так. Ладно. Возьмем камеру, наверное. Магазин от Desert Eagle, потому что у меня есть Desert. АКМ. И потопали. Что-то совсем какие-то супер новички, бедные. Стояли, боялись этого бота, ничего не могли с ним сделать. Он их заблочил, я просто пришел сзади и, ну, наказал их. Ну давай. Ага. Новички. Так, наверное, это я вот как-то... Так. Наушники, нужная тема. Лишними не буду точно. Ну, замечательно, я считаю. С одним лишь ножом вышли, и вот такой улов. В итоге двух ЧВКшников мочканул. Отлично. Улов достойный. Ключ от мотеля еще хороший. Ну, правда, конечно, я пока еще не вышел, но... Чувствует мое сердце. Все спокойно. Все в порядке. Так что, ребят, пользуйтесь. Заходите с ножом на рейд и получайте прибыль. Из ничего буквально. Просто заходите с ножом. Все гладко. Угу. Все. Так. Отлично. Минус 2 человека. Блин, я их еще с такого оружия убил. Ну, в том плане, что... Ну, не знаю. Это самый дешевый патрон. Настрелял я им, конечно, прям нормально. У него-то и брони не было, видимо, да? Ты работаешь в геймдеве? Конкретно не работаю, но занимаюсь всяким... Ну, то есть, самоучку. На Годоте занимаюсь. Надо бы что-нибудь сделать нормальное. Наконец-таки. Что приносило бы прибыль. Ну, в том плане, что какую-нибудь какашку на Яндекс.Игры. Или еще что-нибудь.
Сейчас я прокрастинирую безумно. Ну, то есть ничем не занимаюсь буквально. Сказать честно. Ну, то есть на данный момент. А так, да. По большей части душа лежит именно и в геймдев теме. Да. А что тебя интересует конкретно? Может, с чем-то подскажу. Может, сам, ну, хочешь заниматься чем-то таким. Как с этим Якутске? На самом деле нормально. Скоро 13 сентября пройдет Game Dev Meetup в IT-парке, там где вот КГФ был раньше. Ну там вроде как регистрация персов моделить хочешь. Ну это хорошо, это прикольно. Попробуй зайди в этот. Есть телеграм-канал Game Dev. Сейчас я даже, давайте помогу с этим. Может быть, есть люди, которым нужен мододел. Да и ты мне понадобился бы, в принципе. Вот в этом плане именно, да, типа такая штука, что, ну, быть человеком с швейцарским ножом невозможно. Как бы сильно этого не хотелось. Так, сейчас попробую дать тебе ссылочку. Микаса, сукаса. Давай-ка. На, держи. А, я так не смогу закинуть, да, тебе? Дай вот так хотя бы. Вот. Там, ну, поторопись, типа. Там времени мало осталось, вроде как. То есть, то ли сегодня последний день был, то ли что. Сунсанкин, здорово, рад видеть. Resources here. Так, 29 минута. А что тебя за оружие? О, 5, хорошо. Так, я этого парня сейчас зарежу. Красиво, красиво. Да он прям был создан для меня, этот парень. Такие вещи у него прям хорошие. А, видел, спасибо. Да. Ну, есть еще телеграм-канал, ты, наверное, там не тоже есть GameDev Якутии. Вот. Ну, в общем, есть люди в геймдеве у нас Якутии есть. Но все такие, типа, ну, особо не светятся. Особо не, ну, как бы не это вот. Не маякуют. Разве что вот, видишь, вот. Метап. И вот там вот эти вот как раз таки ребята собираются что-то рассказать и так далее. Прям так вечерочком. Интересно, что это вообще будет.
Наверное, еще и автопати будет по-любому. Наверное, все куда-то пойдут, в какой-нибудь бар. Мне вот любопытно, как интересно вообще успехи, ну... Ну вот, например, Soulbind, или как там эта игра называлась, типа Metroidvania или что-то в этом роде. Как у них все прошло, интересно? Как игра вообще продалась? Мне кажется, она не окупилась. Ну, учитывая то, что, ну, зная ее историю, она явно не окупилась. Интересно, как вообще Эхо Марса продалась. Тоже любопытно. Вообще без понятия. Ну, вот Сеттах, я думаю, нормально вообще прошел. Вот Сеттах, да. Если бы зарплата упала, бы съездил. А там же бесплатно вход. А так, на автопате, конечно. Сеттах. Это хоррор-игра от разработчика-одиночки. Он еще игру Урон Хайдер против Аламогуса выпустил. Ну, такое. Прям конкретно работяга. Без дела не сидит, делает. Ну, игры прям выпускает и выпускает. Хороший чел. What the fuck? Досить так. Эхо Марса. Эхо Марса. Tower Defense игра. Такая очень простенькая на вид. Интересно, как тут сейчас дела обстоят с людьми. Так, что я вытащил? Просто 15 тысяч из сейфа. И шибко много, конечно, но... Окей. Меня вот интересует ЧВК. Где они вообще? Ага. Порт, походу. А ты в каких-нибудь проектах участвовал? Какие-нибудь игры, может быть? Что-то моделил? Может быть, я твои работы уже видел? Угу. Так, на полуавтомате. Так, на порту суета. Привет, токарь, здорово. А, на хакатоне был. Скорее всего, да. Ну, я видел, наверное, да. Ну, вот мою игру там на хакатоне этот... Как он там назывался? Наследие Батора, типа. Тиму искал. А, ты ко мне подходил, наверное. Да. Ну, вообще, блин, я был бы рад. Да. Что-нибудь поделать. Сколько раз еще поменяешь веб? Не знаю. Но эта вебка уже была, если честно. Просто расположение, ну, новое. Да.
Не подходил? А, ну ко мне вот просто тоже вот ребят подходили. Вроде бы, ну, не Тиму искали, а что-то подсказать хотели. Ну, точнее, не подсказать хотели, а узнать что-то хотели. По Годоту, да. Вот теперь вспомнил. Да. А ты так команду не нашел? Может, а после ты еще участвовал в каких-нибудь хакатонах? Ну, как хакатонах? Вообще, по-моему, ну, неправильно, как это название, хакатон. Это же геймджемы, по сути. Геймджем был. Геймджем. Хакатон, он по большей части как будто бы... Ну, про то же самое, но немного не про игры. А, на онлайне был. Понял. Какой-то маньяк прошел тут. Их убил. А, Siberian Game Jam. Понял. Я вообще не о том геймджеме думаю. У нас здесь в Якутске же проходила эта новая игра. Там мощное присутствие нужно было. Итак, сибирский геймджем, да. Тоже хороший был. Че, я просто броник вытащу отсюда? Это ж грустно как. Потом еще кажется, что это даже не игрок, а просто бот. Было бы прикольно, если бы за каждым каким-нибудь таким этим ботом стояла бы какая-то история. Было бы забавно. Совместить несовместимое. Ну, типа, представьте, у них бы в карманах были бы какие-нибудь записки и так далее, в котором бы рассказывалось, типа, какая-то короткая история их жизни или причины того, что почему им тут находится. Было бы забавно. Например, один какой-нибудь бот бы вышел бы в эту зону, типа, с причины того, что он хочет заработать деньги или собрать комплектующий ПК для своего сына или что-то в этом роде. А мы такие взяли и убили его нахер. Вообще было бы классно. На якутском тоже только в онлайне. Но там чел меня просто как-то слот для участия взял. А, так что в первом духе Джема не почувствовал. Ага. Ага. Вот так, ну типа... Я почувствовал этот дух и как-то пытался его воспроизвести в сибирском геймджеме. И мне, в принципе, это удалось. Я типа такой жесткая херевая делал игру. Но спал по минимуму, работал по максимуму. Старался, по крайней мере. И что-то да получилось, в принципе. Здравствуйте, как ваши дела? Привет, Карабан, здравствуй, рад видеть. Да хорошо, хорошо. Почему, кстати, этот не озвучился? Сейчас попробуем изменить. По идее, озвучание текста должно было сыграть.
Так. Ой, ща подойду. Туалет. Честер есть. Есть 13. Серьезно, читеры в этой игре? Уже 13 тысяч заблокировали. Ну, это хорошо. У меня же рельеф на теле появился от тренировок. Поздравляю. Абоцу Ас. China number 2. Ну, согласен. Здравствуй. Так. Ага. Блин. Это отчасти от того, что тут еще, ну, читеров как будто бы поменьше, чем вообще, как могло бы быть, мне кажется. Чисто по той простой причине того, что, ну, игра не вышла в Steam, поэтому, типа, нормально. Вышла бы она в Steam, дело было бы намного хуже. Чингисхан Тавы. Да. Так, Карабана не вбивайте. Пожалуйста. Блин, продать бы эту коптил. Так, давайте это снаряжение закинем. Надо бы как-то распродать все это барахло. Так, давайте броник. Перво-наперво. Приоритетное дело. Такое ощущение, что какой-то такой легкий наплыв школьников происходит. Это хорошо. Зрители не пахнут, как говорится. Хотя нет, пахнут. Если они не моются, конечно.
Так. Блин, давайте Сейгу продадим. Что-то мне с Сейгой вообще играть не хочется. Что-нибудь такое еще тоже супер дешевое продать. Давайте вот эти два. Продать. Ага. Угу. Найс. А, боже. А чё, Волвера бросил? Дедлок как-то получше будет. Это точно. Дедлок. Так, сейчас точно скажу. Как будто бы где-то в районе 20 гигабайт, а может и меньше. Ну, то есть он уже даже вот в этом плане. 22 гигабайта. 23, короче, где-то. 22,5. Тогда можно скачать, попробовать. У меня 65 есть. Ну да. Тупик просто новый. Ну, не сказал бы. Я, к примеру, почему Overwatch тот же играл? Потому что как бы аналогов-то никаких и не было. А тут вот раз и хвала богам он появился. Действительно очень даже неплохая игра. Обнова зависла. Она просто сама по себе долго обновляется. Дай ей время обновиться. Короче, продадим все это дерьмо. Так. У меня 7 левел, он сможет против таких, как ты, кидать. Так. О, господи. Вот это я чихнул, так чихнул. Ага. Че, давайте какое-то снаряжение с собой возьму все-таки. Потому что... Так. Потому что места у меня уже тут нету. Так, так, так. Спасибо, спасибо, караван. Так, МП5, МП5. Какие там патроны? Угу, пускай такие. Спасибо, Игорь. Спасибо. Так. Ну все, в принципе, нормально. Ага. Все, good. Хотя, может, давайте рюкзак возьмем нормальный. Так, давайте вот этот брезентовый рюкзак продам. Нахер просто. Хотя, погоди. Его вообще покупают по обычной цене. Блин, да, как будто бы реально покупают. Ладно. Навар 2000 будет. Так. Ладно, давайте среднепоходный рюкзак возьму. Хотя нет, облегченный давайте возьму. Среднепоходный он чуть побольше будет. Какие-нибудь какашечные аптечки. Бинт. Обезбол.
И один лимонный сок. Все. Нормально. Чё, пойдем. Погоди, кстати, у меня 52 тысячи. 54 тысячи. В обычный. Булт. Да. Кстати, вот в этом метапе ребята из Булт тоже будут. Наверное, тоже чем-то поделятся, расскажут там что-то такое. Типа. Ну, смысл таких метапов и вообще их привлекательность лишь в том, что, скорее всего, они, вот эти вот разработчики, просто поделятся чем-то, расскажут, что да как, на вопросы поотвечают. У них какая-то система была прикольная, типа Бэйна называется. Надо поиграть этот булт вообще. Много чего о нем слышу. Но я такие в него не поиграл. Ну, я рад, что ты все еще здесь. Darth Vader of Galactic. Блин, кстати же, вот напомнил никнейм этого парня. Актер озвучания же умер, который Дарта Вейдера озвучил. Посиматька, нет у меня телефона. У Байгабарди балыгара. Нету тут ничего. Нету. Это был зарядник. Телефон бота. Видишь? Посмотри. Да? Для знакомства нужно? Я пошел буз плоховой приду. Это жена заманила. Ну, прикольно. Приятного аппетита. Так. Музыка. Из рыцаря дорог. Бузы это кто? Бузы это... Может, говядина. По большей части. Бурятская пища. Че, не знал? Блин, только настолько преисполнился зарубежной жизни, что даже позабыл, что такое бузы. Это здоровые пельмени. Ты чё? Ты чё еще? Ну, спрашиваю, это что? Типа, ну... О, челик. Братан. Блин, какой же он шустрый. Здорово. Спасибо за дезерт. Хинкали с дыркой, короче. Ну, типа. О, вот это хороший лут. Глушак. Редкая хрень, между прочим. ДФБ Бравер, здорово. Посмотрите в ТГ, почему вы с читами. Не, я без читов. А зачем в ТГ смотреть? Что там я должен увидеть вообще? 2К. Там фото. Он мне что-то скинул. На что я должен смотреть вообще? У меня ТГ, если что, ну, типа не под постом,
Почему стример что-то... Не, вы гляньте на этого придурка. На этого долбоеба. Ща, погодите. Он думает, что эта картинка, это, ну, типа, из реальной игры, короче. Блин, вообще пиздец. Типа он сюда всунул, короче, людей, типа, вся хуйня. Это просто картинка, блин. Это типа как, не знаю, нарисовать квадрат вокруг персонажа из GTA 4, там, который вот в скринах же появляется. Вокруг него нарисовать квадрат и сказать, что типа с подрубленными щитами чувак играет. Да. Да, все летают, кстати, смотрите, все летают. Нормально. Да. Блин, прикольно, спасибо. 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 Вау. Это видит только он. Да. И его графический редактор. Прикольно. Талантливые школьники нынче пошли. Хобби какое-то есть у них. Это радует. Это радует. Приятно видеть, что молодежь, она не сидит там, блин, в подворотнях и не нюхает клей. Зараза. Прям напротив. А, не, отсюда даже. Охереть, их много еще. Блин, ссыкушники в 3 хлебала не могут ничего сделать со мной. Все сидят, ныкаются. А у меня хобби это пройти киберпанк на 100%. Я недавно накатил моду на голую женщину, заставил трахаться с живым мужчиной. Нормально. Было бы забавно, если бы на этот момент какой-то отдельный ачивмент существовал. Читы не перемогли. Че? И там надо написать после Т. Читы. Это что, какой-то типа зумерский способ печатания? Типа нужно писать русский плюс английский, типа. Ну, блин, не, ну молодежь, конечно, такая. Как бы это сказать? Ну, выдумщики они, в общем, выдумщики. Эльфийские выдумывают язык или еще что. Нет, не дает. Кто дает? А кто-то должен дать? Парень, по-моему, вообще отстранен. Он вообще типа, ну, сейчас не здесь с нами. Так. А, ну, вот это зарядил. Ну, 8-летка не дала, не дают. Какая 8-летка? Что не дают? Типа их кого-то много. Блин. Учитесь хорошо, ребята. Ну, типа, будете плохо учиться, вот, как бы, все ваше общение будет перетекать в таком вот русле. Но это звучит просто как словесный понос. Что самое печальное, вы же печатаете. То есть вы думаете, потом печатаете. Но даже это получается плохо. Ну, блин, постарайтесь нормально, пишите, ребят. А то оно прям как-то печально совершенно. Слегка постараться, и все будет хорошо. Ну да, я не считаю. Слушай, сделай видос с разоблачением меня. Было бы классно. Типа,
Он вам не Нолан. Блин, представляете себе такое дерьмо? Иногда я печатаю быстрее, чем думаю. Да. Ну, видимо, тут такая же история. Ребята просто печатают. Ну, как бы, дай обезьянке печатную машинку. Ну, или скорее в этом случае клавиатуру. Ну, и как бы результат случится примерно такая же. Ну, типа тема. Не, было бы классно посмотреть такой видос. Он вам не Нолан. Вот вам шокирующие скриншоты его стрима. О боже мой, что это? Вы узнаете это? Это читы. О боже. Вау. Вы видите эти квадраты? Он их видит всегда. Как только игра запускается, даже в главном меню. Вы думаете, он просто сейчас занимается инвентаризацией своего хранилища? Нет. Он видит игроков других. Вот тут вот игрок, вот тут игрок, вот тут. Я вижу курсоры других игроков. Я могу волхакать хранилище других игроков. Да-да. А вы думали, что? Все так вот просто? Не-не-не, у меня все намного жестче. Меньше чем 3, 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 Донат. меньше чем 3, Спасибо за меньше чем донат. 3, меньше чем 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 3, меньше спасибо. чем 3, меньше чем 3, меньше чем 3, Так. меньше чем 3, 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 Всё. меньше чем 3, 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 меньше Пускай чем с такой 3, разгрузкой меньше чем будем. 3, меньше Да. чем 3, меньше 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 чем 3, Пойдемте на меньше чем ферму. 3, меньше чем 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 Да, 3, давайте на меньше ферму. чем 3, меньше чем 3, меньше А, чем 3, похилиться меньше надо. чем 3, меньше 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 чем 3, Задонатили? меньше чем 3, меньше чем 3, меньше чем 3, меньше чем 3, Человек меньше чем 3, задонатил. меньше чем 3, 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 Скобка и меньше чем тройка. 3, меньше чем 3, меньше чем 3, меньше чем 3, Точнее, знаком меньше. меньше чем 3, меньше чем 3, меньше чем 3, меньше И чем вот. 3, меньше чем 3, меньше чем 3, меньше чем 3, Это признание в любви, знаешь. меньше чем 3, меньше чем 3, Меньше чем 3 это меньше чем 3, сердечко, типа вот меньше чем 3. меньше чем 3, И вот так. меньше чем 3, меньше То есть чем 3, меньше меньше чем знак 3. и тройка. Это сердечко. Да. Вот так вот. Внезапно мне признаются в любви. Спасибо, ребят, спасибо. Рад вашему вниманию. Кстати, я сейчас вижу других игроков. Вот тут прямо вот рядом с Эстерной, там вот где вот горит, там чел, там квадрат такой нарисован. Прям здесь вот прям загрузки, понимаете? Да-да. Вау, жесть, да, прям в экране загрузки. Да-да. То есть я даже не в игре, но уже знаю, что где. Вообще, это даже не читы, это, ну, способность, это паранормальная. Паранормальные навыки, как Николас Кейдж в фильме «Пророк». Он мог видеть, что происходит в будущем где-то через 5 минут, 2 минуты. Ну, то есть он не супер пророк, он такой, типа, короткий пророк на 2-3 минуты. Но фильм классный, кстати, был. Николас Кейдж вообще такой, на самом деле, крутой актер.
Так, я, короче, включаю пророка Николаса Кейджа. Вот тут в кладбище были люди, они прошли вперед. И они, возможно, сейчас спасут меня вот тут где-то. И как мне тут отыграть? Как? Возможно, мне стоит пойти в эту сторону, но, возможно, они пошли в дальшем отеле, поэтому, чтобы как-то отыграть не так предсказуемо, как они ожидают, то есть идя через кладбище, я лучше пойду через дорогу. Это будет разумно. Доставайте камеры, малыши. Пора снимать видео с разоблачением. Показывай, показывай. И всему миру расскажи. Да как он посмел? Так. Конюшни. Блин, как же лагает. Пингстон, ну, вроде норм. Я из Якутска. Ебать. Короче, это была свита плюс ЧВК. Блин. Вот не ожидал, что свита появится в конюшне. Сволочь. Ну ладно, хотя бы одного загасил. Не зря. Не зря. Что такое Котак-бас? Не знаю, что это за слово вообще. Ну а ты спросил, теперь мне самому интересно стало, что такое Котак-бас. Без понятия, без понятия. О, боже. Ясно. Вот нахера ты мне накручиваешь ботов, чела? Серьезно? Вообще пиздуй нахуй отсюда. Токарь, помогай банить их. Уничтожай хомяков. Отходил?
Работенка появилась, давай банить, 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 банить. Так. Все зарегистрированы 1-2 марта, да. Классно, чувак. В феврале, да. Вот же школьникам не заняться нечем. Вот лучше бы вот реально домашку делали, там учились хорошо. Нет, надо позаниматься откровенной херней. Ладно. Чем бы дитё не тешилось, как говорится. Чем бы дитё не тешилось. Блин, Банхаймер прям отскакивает, нормально работает. Так. Дарт Вадер Галактич активировал награду за 50 и написал: вот, зашел на стрим, увидел накрутку. Как так? Ну, видимо, потому что ты не слепой. И потому что тикитокеры занимаются такой херней. Вот реально, поколение тикитокеров только может такой херней заниматься. Интересный такой способ времяпровождения. Запишем как... Типа, запишем реакт видео, как мы типа рейдим стримера. Обвиним его якобы в читерстве. Ну да. Ну, удачи вам с таким говноконтентом. Так. Райан Гослинг. Полетела перма. Да, смотри на ютубе, как бы вообще не парься. На Твиче я просто перебанил всех ботов. Если ты там был, то... Ну, поздравляю. Какой у тебя ник на Твиче тогда, скажи? А, ничего не писал? Ну скажи, какой у тебя ник на Твиче? А, ты ничего не писал? Ну то есть ты просто, ну, сразу как бы, ну, пиздобол. Дефибравер. Так ты же тут все время писал про то, что типа, ну, я читер и там прочее, потом вау, как много народу и так далее. Ну, это я тебя забанил, лично я, не модератор. Не, ну просто это мой канал, я захотел тебя забанить, я тебя забанил, как бы просто теперь иди дальше и, ну, типа, ну, наслаждайся контентом другого человека. То есть тебя тут никто не держит. Ты тут якорем не упал. Ты воздушный шарик, лети дальше. Так, да, похилимся. Понимаешь? Будь воздушным шариком, лети дальше. Ветер он такой, как бы унесет тебя. А за что его-то? Так он ничего не сделал уже. Ну просто, знаешь, захотелось мне так токаря. Вот такой вот я плохой человек на самом деле. Не сказать, что я прям добренький, хорошенький. А если честно, я просто такой подумал, ну блин, связал все эти события вместе и подумал, ну окей.
Ребятишки просто развлекаются таким образом. Ну и все. Как бы я тоже, так сказать. Они ждали реакцию, я как бы ну, дал реакцию. Я просто человека забанил и все. Привет, Гудзон, здорово. Тут наплыв школьников и их ботов. Просто не удивляйся. Если что, их всех перебанили. Вся 4 человека, ну да. Это ты про Токарева? Не, он же не школьник. Да. Не, Токарь наоборот, он спина к спине со мной боролся против этих ботов. Всех уничтожил. Так. Блин, шустрый малый. Серьезно, у тебя подгорело с этого говна? Блин, малыш, иди сделать домашку, там, не знаю. Кончи в матрас, там, носок. Расслабься, чувак. Релакс. Лол, я его вот так вот убил. Чел, ну ты, конечно, прям печален. Нет повести печальнее, чем повесть о Тактик Виллоуи. Тактикульный парень был. Да, мы его запомним таким. Был тактикульный парень. Ну да. Так. Предлагаю быстренько залутать это место. О, это плохо, это плохо. Это супер плохо. Это знаете кто? Это свита. Была бы граната, я был бы супер рад, но у меня нету его. Блин, какие же они сволочь. Да чё они такие злые вообще? Че?
Беги! Все плохо, товарищи. Не уверен, что я выживу. Блин, местная свита, сколько их, интересно, человек вообще? В принципе. Ну и, конечно, мне дадут... Да, ну, конечно. Обычно... Не, почему-то это всегда так. На пару с большим риском почему-то дается хороший лут. То есть, если какой-то лютейший замес происходит, всегда какой-то лут тебе дают. Ну, более-менее нормальный. О, мать твою. Да, они прям посложнее стали намного. Странные боты. Злющие твари. На них только с нормальным стволом стоит переться. И с хорошим виженом. Нифига себе, он прям в хуй меня застрелил. Нормально. Это типа единственное оскорбление, которое ты знаешь. Постарайся получше, малыш. Я вот тебя, например, малышом называю, потому что ты ну, просто умом недоразвитый человек. То есть, ну, мог бы выражаться получше, конечно, как-то поэкспериментальнее, возможно. Может быть, да. Я тебя студентом назвал, ну ладно. Не, ну ладно, хотя бы школьником, потом уже студентом. Зе. Вы там что, спите, что ли? Просыпайтесь, ёпта. Ай. Человек, конечно, зацепился за меня вообще сильно причем. Я так полагаю, чат-ботов у него тоже 50 фигурок, как и на зрителях. Ну, наверное, да. Рыбопа, здорово. Здравствуй, здравствуй, Ратвич. О, Скар, здорово. Скар, есть что, это... Тот школьник обитает в чате. С ботами залетел. Я этого дурачка забанил, и теперь он от меня не отстает. Бань Скара, он тоже бот? Нет. Скар не бот. У школьника не хватит оперативной памяти придумать такой никнейм. По крайней мере, ну, школьники прошивки нового времени, они не такие. Ну, то есть у них не хватит ума просто писать обычное слово, потом слова с большого регистра, например. Они, ну, напишут никнеймы только одной строкой. Одной строкой. Ну и может быть с нижним подчеркиванием. И все. То есть они не в курсе, что есть нижний регистр и высокий регистр. То есть маленькие и большие буквы для них, ну, как бы пока еще не существует. Потому что они это дело еще не проходили в школе. Вот. А это подумал, откуда столько нам? Ну, от злого школьника, которого я взял и
Назвал меня не шибко умным, глупым. Вот. Теперь он не отстает мне. О, привет, он гуф. Это человек, не бань его, не бань, это человек. Гуфа я помню. Здравствуй. Не удивляйся, Гуф, у нас тут наплыв ботов от школьника. Да, да, да. Ну какой-то такой злой школьник зашел ко мне. Начал меня сначала обвинять в том, что я читер. Он, кстати, удалил эти сообщения под постом. Блин, малыш сложился. Видали, как я его резал? Дорезал. Блин. Земля бетоном. Так. У тебя бота нет в чате, который масс-бан по ключевым словам. Ну, я чисто модерацию добавлял слова. Типа как, ну, запрещенные слова. Что стал популярным. Блин, и только поэтому ты зашел? Серьезно? Ну, блин, перестань. Повода, чтобы зайти ко мне, ну, вообще, это просто не должно быть. Ты просто типа такой, зайду-ка я к старине, ну, он просто, ну, поболтаю с ним туда-сюда. И все, ну, типа... Ну, я, кстати, может быть, его зарезал в этой игре, да? И он такой нашел меня, и он, ну, не знаю, начал агриться на меня. Помните ту историю с чуваком из Якутска, который угрожал мне прям, говорил, ходи, оборачивайся, все дела. Только лишь потому, что я его закибербулил в Counter-Strike. Да. Самое забавное, что он меня потом находил... Ну, то есть после игры он меня нашел на Ютубе, там писал угрозы, а потом, как бы это, я ему говорю, блин, жесть ты тупой, короче, пиши дальше, конечно, короче, на тебя материальчик копится и так далее. И я этого придурка нашел, короче, в этом, ВК, и я ему пишу в ВК, о, здравствуй, нашел тебя. Чё? Теперь я знаю, как тебя зовут и так далее. Он пиздец напрягся после этого. Потом извинения мне приносил, короче. Говорит, все, харе. Да. Люди забавные. Они думают, что могут нести любую хуйню в интернете. И им за это ничего не будет. Ну, как бы, ну... Простого какого-то такого, типа, нету в людях. Типа, знаете, людского такого, в плане этикета, общения и так далее. Печально это все, печально. Как бы интернет, он же работает, ну, по обе стороны. Он как бы и помогает найти людей, если нужно. И мне тут столько раз стрелку назначали в реально. Да, это такие ребята. Забей.
Эх, печальные люди, в общем. Ну, шляпа она здесь, просто я без него сижу. Отопление потихоньку дают. О, кстати. О, отопление дали, нормально. А ты проходил, думал, где они? А, ты приходил, Сэм. Да. Да ело-пало. Потерги. Последний ключ использовал, прикинь. Все. Все, ключи общежития, все. Я чел из чата. Вы бы не зашли, если бы увидели 5 зрителей, не 50. Я вообще в другой стране. Что ты мне сделаешь? Ну, началось. Симуляция конфликта началась. Только не забывайте друг другу угрожать. А то нереалистично. Блин, школьник ушел, что ли? Больше ботов не насылает с веселыми. А, блядь! 9 уровень? Откуда? Я еще в субботу развоздушил. Правда, вчера у нас дома один чувак с 5-го этажа тоже пытался развоздушить, но самостоятельно устроил потоп. Не, это дерьмо ну, не трогаю вообще сам. Вызывал сантехников, но те вообще не приехали. Видимо, они как-то решили эту проблему. Видимо, в курсе, что... Ну, чё, где вообще, как. Ко мне даже сосед заходил. С 6-го этажа говорит. Короче, отопление тут у всех вот связанное, говорит. И у вас, видимо, вентили закрыты на первом. Ну, типа, откройте. Тогда отопление пойдет на все этажи вверх. Я такой, типа, блин, окей. Я позвоню сантехнику. Ну и те не приехали. Но все же отопление появилось. То есть проблема была не у меня. У меня отопление от газового нагревателя, могу даже летом включить нагрев. Нормально. Краны на батарее закрыты, то обычно просят открыто. О, смотрите, на экране стрима гляньте, там сообщение от тикетокеров на ютубе. Видите, они даже, ну, просто по-русски писать не могут. Бедняги. Надеюсь, когда-нибудь у них все наладится. И их родители не станут их стыдиться по любому поводу. Какого тиктокера? Что за наплыв зрителей? Да это школьник. Злой. Единственный школьник агрессивный зашел с ботами. Рейд, да, это одинокого школьника злого. Видимо, ему много домашек накинули. И тот, короче, сейчас, типа, ну, слегка негодует. Ладно, ты не один, Райан Гослинг.
Точнее, ну, блин, назвать тебя Райаном Гослингом как-то слишком. Короче, будем называть тебя злым школьником. Ты не один злой школьник. Вас много, вас легион. Ну, правда, это не настоящие люди, а цифровые. Раньше, да, Raid Shadow Legends, да. Какое отопление в Бурятии? Не знаю. Я без понять, какое отопление в Бурятии. Я из Якутска, если что. Я в жизни я бы подписался, что ну... Осуждаю. Он пописал в штаны? Блин, зачем ты нам об этом пишешь, что ты описался? Блин, может он, типа, ну, болен? Ну, в том плане, что... Ну, клинически, типа. Райан Гослинг. Гуслинг, да. Да. Да не обоссался он в конце драйва. Да. Зачем ты в штаны пописался? Не знаю, зачем ты штаны писал. Я без понятия. Ну, как бы для этого есть туалет, я, если что, отхожу в туалет. Я, кстати, тоже рекомендую, отличное место для того, чтобы пописать. Туалет, там Как есть идет похудение? унитаз. Как идет похудение? Ну так, пассивненько, пассивненько. Ну, в Бурятии... Не, вряд ли. В Бурятии люди тоже типа нормальные. Есть прогресс. Ну, то есть Иркутск, он же рядом с Бурятией и так далее. Там как бы Бузы и тому прочее, все это. Там туалет полно, и все в порядке с этим. Я не знаю сам откуда ты, но, видимо, ты... Ну, ты какал под дверь там? Понятно. Так. Ункнул подчеркивание Go-Off активировал награду за 1000 и написал драйв в фильме Райан Да. Гослинг. Да, хорошее предложение, Крейбан. Здравствуй, Крейбан. Блин. Бедный школьник, он еще думал, наверное, что он в ударе. Ну, типа, блин, вот это я отрываюсь на нем. Жесть. А сам в это время жидко дрыщет в свои штаны на самом деле. Печально это все, конечно. Жарение. Ну, типа, я просто стою на месте. По большей части, скорее всего. Не сказать, что прям сильно движусь. Resources here. По течению похудения, но так. Мышцы наращиваешь. Но... Ну, мне все это говорят, но, блин, надо, да, надо. Я просто вот, ну, я человек простой. Я вижу еду, я кушаю еду. Понимаете? Потом еще сейчас волна дней рождения Я прошла. похудел на 5 килограммов. На 5 килограмм похудел, ничего себе. Поздравляю. Вот эти ребята. Блин, опасно так-то. Он меня видеть может легко. Сука. Да, я тогда побритый был.
Я раньше с дефицитом калорий ел, главное, есть медленно. А то люди часто... ну да, в этом есть смысл. Это разумное дерьмо. Вот это рофлы, ребята, вообще. Блин, как мне их разыграть-то нормально? Надо левого убить как-то. У него мосинка. Я его как раз ушатаю нормально. Давай, спрыгивай, малыш. Я тебя жду. Ща, подождите, ребят. Вот ситуация. Блин. Их много прям. Я что-то так и не понял, кто от кого прятался вообще. Так. Он залутал дерьмо и убежал. Ну, предлагаю пойти за ними. Растянуть желудок легко. Ну, значит, хавать пюрешку, кстати, это, типа, как будто бы супер разумная идея. Ну, типа, такую пищу. Да ладно. Ай, твою мать. Надо было еще раз, ну, рывок нормально сделать, а то я прям перед ним стоял сейчас. Но он прям реально же, ну, потерялся. Надо было помансовать слегка. Это что за дерьмо у него вообще? МПФ-45, вообще впервые такое вижу. Урон от ножа вообще не показывает. Интересно. Так что простое ограничение калорий уже сожгет весь жир. Понял. Это крутая трещотка в ближнем бою сбривает. Понял. Интересная штука МПФ. Впервые его вижу вообще. Ну, то есть я видел обвесы на него, но ни разу не видел воочию. Интересная штука. Так. То, что ты написал. Так, раньше с дефицитом калорий ел, главное есть медленно, то или так. Ага, это если ты медленно ешь, насыщение быстро происходит. Ага. Первые пару дней на 10% ограничь калораж, потом 15 и 25. Где-то вес сам будет уходить и без тренировок, потому что организм будет сжигать жир. Накопленный жир из-за нехватки потребления калорий. Ага.
Стоковый не ок, а вот модифицированный норм. И недорого. Ну, окей. Ну да. У человека 60-70% сжигания калорий пассивный, когда он сидит и ничего не делает в тренировке. Это все где-то до 20. И то надо упороться, чтобы столько жечь. Ага. Защеканчик. Подружанька моя выставилась в чашке. А я утром встал, блядь, не утром, ночью, короче, пить хотел. Я думал, что в этом стакане вода, в итоге въебал ее мочины. Дайте сказать, я тут думаю, что не обновлял игра на стопе стоит. Блин. За ней, мне кажется, за даже подмышку девушки не нюхали, блядь. Даже, я не знаю, даже в тузик ей язычок не запихивали, понимаешь? Тузик. Зачем засовывать язык в собаку какой-то девушки? Интересный парень. Любопытный. Сука. Осуждаю. Да. Как закон вышел против трэш-стримеров? Они же это, вроде бы, все уже, не? Или все-таки уже существует до сих пор? Ты мне отсосала! Ничего себе. Свинья, Это блядь! что? Пельмени, да. Вот, говорите Вот, про ребята, что уменьшение вас будет ждать, колоража. если вы будете стримить, как я, лет 7. Вот он успех. А мне Стримеры тут богатые, пельмени принесли. Вот так вот. Скринь, блядь. А ты как мне сейчас меняешь у игроков? Так это же это. Дикие, бесплатные бойцы. Пельмени очень калорийные, да. Да. Ну, придется хавать. Спасибо. Но он горячий. Пока по времени. Пельмени моя жизнь, да. Ну так не сбросить вес, согласен. Но обязательно сброшу когда-нибудь. Ну я же не могу сказать, типа, все, убирай. Ты шо, мне принесла, худеть хочу. Нет, так нельзя. От еды не отказывается. Это моя философия. Ну и как бы вот результат. Это мой вес. А, я же, блин, я же дикий, я забыл. Блин, они на меня же не агрятся. Я что-то совсем тупанул. Галета. Апа. Прощайте, пельмени. Не. Так, побежали, наверное, через вертолет. Не вижу смысла похудения, если тебе это не мешает норм жить. Не, ну как бы тоже верно, но все-таки в перспективе, потом в будущем это, ну, сильно отразится в здоровье. Я чисто вот в этом плане, типа, ну, об этом думаю и вижу много смыслов похудания. А так, конечно, вот типа прямо здесь и сейчас он как бы, ну, не мешает совершенно, конечно. Но в перспективе в будущем это потом, ну, ударит по здоровью очень сильно. Поэтому не стоит, ну, забивать на это дело. Ни в коем случае. Опасно. Потом ведь дело не только во внешности твоем, да, как ты будешь выглядеть, хорошо или плохо. Ну и просто самочувствие, типа, ну.
Не о том, что вот типа как самочувствие моральном, да, типа, а вот конкретно физическом самочувствии имею в виду. Одышка там, вот эта вот вся херня. Бумыч похудел, есть, он страшно было бы. Ну просто тут дело в привычке. Бумыч, он как бы, ну, известен под своим таким вот видом. И все. А так. Не, ну я вообще понимаю, конечно, к чему ты ведешь. Вот так, да. Ну такие типа моменты стоит поддерживать в любом случае. Вот, например, вот сказал бы Бумыч такой, типа, блин, хочу похудеть. И занялся бы этим конкретно. Ну тут не стоит писать ему, типа, да блин, не надо, не стоит, ты чё? Мои глаза привыкли, типа, к толстому тебе и так далее. Не, ты чё? Надо такие моменты поддерживать, типа, человека как бы это мотивировать, поощрять его рвение к хорошему. Если вот, ну, рвение к похуданию сопровождается с какими-то саморазрушительными действиями, то да, конечно, тут стоит сказать, типа, СТП хорош. Но если он, типа, ну, норм, то, ну, не надо. Блин, животное. Но одного я забрал таки. Там вдалеке был еще один, я его не заметил. Что там прям напечатал? 67 было. 72. Тренировки с гантелями 90 минут. Не, мало, это бота, если что. Тут школьник злой пришел, накрутил мне и через ботов писал мне всякие разные гадости. Забей, короче. Тут, короче, этот какой-то маленький школьник старается очень сильно. Ну, спасибо этому школьнику теперь. Да. Стример поднялся. Контентом не подвез. Я твоя фанатка. Да-да. На 8 килограмм похудел, не знаю как. Бланкис. Ну вот, скорее всего, питание, да, чисто. Ну, типа, уменьшил потребление хавчика. И все. И норм. Ну, я уверен, это скоро закончится, вот эта накрутка с ботами. Ну, не думаю, что он прям надолго закинул мне. Максимум час, я думаю. Скоро пропадут. Моя твоя фанатка. Да. Пути школьников неисповедимы, ребята. И непонятно. Здоровому уму. О,
чисто бульон уже прям такой хороший, наваристый. Саму пельмешку даже кушать не стоит. Ну, как бы, ну, можно и не кушать, типа. Если при том же питании и образе жизни худеешь, то надо обследоваться, скорее всего. Ну да, я думаю, что может случиться так, что у тебя вдруг какой-то паразит завелся. А, да? Серьезно? Могу в рекомендациях появиться после этого стрима? Ну, блин, ну, спасибо злому школьнику. Большое спасибо. Это прям очень хорошо. Я тебе скажу, либо разблокируй меня, либо расстаемся с тобой. Я найду другого, хватит надо мной издеваться. Я такая девочка, что терпеть не буду. Да. Я терплю. Это он так, типа, говорит. Типа, разблокируй меня, либо мы расстаемся. Да, это ты в тему, Гудзон. Очень в тему. Накидываешь 1000 ботов или Reddit кого-то часто в реки кидает. Дерьмовая система. Странно работает. Алерт погромче. Ну, как я их сделаю погромче? Да, попробуем. Не, ну я слышал, по крайней мере. Ну все. Громкость 100%. Resources here. Ну... Да блин! Да ну как? Надо съема. Он долго думал так. Че он не решался меня выстрелить? Так. Все уехали, на мне одном квартира теперь. Кажется, кодировщик перегружен. А, ты про это? Но он, кстати, так делает. Призенот. Почему-то у меня экран не захватывается нормально. Так, давайте-ка я попробую еще раз игру. Сейчас перезапущу. Вроде как оптимизацию сделали в игре, но просадки FPS все равно имеется.
М. А, ё-моё. Вот почему все так выглядит-то у меня. У меня луты пропали, оказывается. Луты пропали. У меня 2 ОБС стояло на компе. Один я удалил. И вот результат. Блин. Ладно. Я понял, в чем дело. Запуск от имени администратора надо было сделать. А кодировщик перегружается от того, что у меня захват через окно. Да. То есть здесь несколько захватов. Захват игры, захват окна, захват экрана. В захвате экрана вообще будет сильно тормозить. В захвате окна тормозить не так сильно. В захвате игры вообще не должно тормозить. Я пытаюсь захватить игру через захват игры, но не работает. Потому что я забыл запустить OBS от имени администратора. Ну, именно на этом OBS я, то есть, удалил не тот OBS. Ну да, я поставил в свойствах. Поставил. Так, давайте я перезапущу OBS.